Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится нежданно и негаданно для вас? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свой срок и загадайте на самые неожиданные события. Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Очень-очень даже интересно. Итак, мои хорошие, нежданно и негаданно. Здесь любовь придет в вашу жизнь. Любовь, причем любовь очень сильная, взаимная, любовь всепоглощающая и очень страстная. Да, не успеете вы опомниться, как влюбитесь. Возможно, вы сейчас испытываете симпатию, возможно, даже какой-то просто интерес у вас, да, какой-то мужчина вызывает. Вижу, что именно в тот срок, который вы загадали, ваше сердце будет просто переполняться любовью, и сердце этого, получается, мужчины будет биться с вашим сердцем в унисон. Здесь как-то все очень быстро произойдет. Очень быстро, либо резко начнут развиваться ваши отношения. Здесь мужчина признается женщине, женщина принимает это признание, потому что она рада этому признанию, потому что она и сама уже влюблена. Да, и очень быстро у вас все закрутится. Кстати, если вы в паре, в браке, то будьте осторожнее, потому что это очень попахивает любовным треугольником. Треугольником, в котором вы себя просто контролировать не можете. Очень много страсти показано. Страсть, которая сводит с ума. Страсть, которая, не знаю, там весь здравый смысл вытесняет из головы. Причем страсть очень взаимная, так и у мужчины, так и у женщины происходит. Вот. Если вы в паре в браке, то, конечно, тут, возможно, чревато. Ну, а если вы совершенно свободны, то смело впускайте эту любовь в свою жизнь. Такие классные, невероятно позитивные, страстные отношения, они вам только лишь пользу принесут. Тем более я вижу, что ваш партнер будет с вами абсолютно честен. И еще мне кажется, что мужчина будет чуть-чуть больше влюблен в женщину, чем женщина в мужчину. Но опять же, это вам на благо пойдет, если вы женщина. Да, любовь любовная, страсть страстная, тут прям чувство фонтаном. Здесь люди друг от друга оторваться не могут. И люди очень счастливыми становятся, да, потому что любовь дарит счастье. Это эндорфины, да, и прочее. Дальше, мои хорошие, неожиданно резко какая-то история оборвется, либо закончится. То, что тянулось очень долго, очень мучительно, и то, чему не было ни конца, ни края. С левой стороны. Мне кажется, что это какие-то проблемы, либо очень непростое положение дел в вашей жизни. Может быть, в финансах, может быть, на работе, может быть, в принципе, у вас какая-то тягучка была непонятная, и вы никак не могли понять, что с этим делать. Резкий обрыв идет. Резкий. Здесь какой-то вот один день, он для вас памятно идет. Именно в этот день все это прекратится. Уйдет, исчезнет, как будто бы и не было. Мне вообще показано, что вы как свободу обретаете, вы как будто бы на полную дышите, да, вы понимаете, что вам больше ничего подобного не грозит, либо более мне не нужно об этом думать, более мне не нужно с этим разбираться, более это меня не коснется. Здесь очень потрясающее событие, и вот ярко это все происходит, одним днем произойдет. От чего-то тянущегося, долгого и мучительного вы избавляетесь. Может быть, вы чего-то ждали, да? И ожидание было смерти подобно. Резко все закончится. В один день все закончится. Дальше, в следующем моменте нам показывают дорогу, причем дорогу, в которую отправляются двое. Два человека вместе идут в долгий длинный путь. Это может быть начинание, это может быть и работа, и совместный проект,
и даже какие-то совместные задачи. И также это может быть в прямом смысле слова, да, совместное путешествие, либо совместная поездка. Очень важно делать вдвоем. Нельзя по одному ничем хорошим не увенчается. Наоборот, трудностей много будет, трудностей и испытаний. А если вдвоем, то вы друг другу помогаете, друг друга дополняете, и дорога будет максимально удачной и успешной, либо дело будет максимально удачным и успешным. Возможно, вы еще даже представить себе не можете, с кем вы вместе пойдете, да? Либо этот человек еще не появился на вашем горизонте, либо именно кандидатуру этого человека вы никогда не рассматривали всерьез. Но, тем не менее, здесь как будто бы судьба сама в пару людей выбирает, сама в пару людей ставит. Вот. Неожиданно и приятно, комфортно вам будет с этим человеком, надежно и комфортно. Дальше занавес. Что-то было от вас скрыто очень плотным занавесом. Вы об этом и не знали, и не думали, и не догадывались, и даже никто вам на это не указал, да, даже не намекнул. Что-то очень долго происходило за плотными шторами, и это вам то ли вредило, то ли наоборот это чего-то вам не давало, да, не пускало вас куда-то в хорошее. Занавес просто в один момент падает, и вся правда, она оголяется. Здесь и шок, здесь и удивление, здесь и даже какие-то нотки, ну вот разозлитесь, да, вы скажете, да ё-моё, да как так, да, почему я этого не знала, почему я этого не видела. То есть здесь все смешается. Но с другой стороны, вижу, что из-за того, что занавес упадет, вы наконец-таки то ли свое получите, то ли своей жизнью заживете, то ли те самые возможности, о которых вы всегда мечтали, они вам откроются. И также, мои хорошие, это может быть связано с работой. Допустим, вы хотели повышения, но повышение было невозможно, потому что кто-то ревнивый, противный, тупой сидел в руководстве и вас просто не продвигал, да, не пускал в продвижение. Либо человек занимал не свое место и не собирался из него уходить. С него, вернее. Либо человека никак не могли выпроводить, допустим, на пенсию. Да? Человек и на пенсию вышел, ну и продолжал дальше работать. Вот. Судя по тому, что здесь нам показали перспективы, да, возможно, человек по какой-то причине уйдет, да, либо человека уволят. И вам откроется путь к тому, к чему вы всегда хотели. Да, к повышению, к новой должности, к росту, к новым деньгам, опять же таки. Это и в бизнесе может отыграться, да? А в любой сфере может отыграться. Но главное, что занавес упадет. Дальше здесь показан выбор. Причем выбор очень щедрый и очень богатый. Выбор, которого давно в вашей жизни не было. Либо вам приходилось довольствоваться вот тем, что есть, и о выборе вы только лишь могли мечтать, то ли, возможно, вы не знали, где этот выбор искать. Да? Смотрите, выбор показан щедрый, богатый, глаза будут разбегаться, сердце будет учащенно стучать. Но я думаю, что вы определитесь, что именно для вас хорошо, либо что для вас выгодно. Воспользуйтесь этим моментом и свое, наконец-таки, от жизни возьмете. Дальше показано конфеты и монеты. Причем показано, что вам идут монеты, а какому-то другому человеку конфеты. Это леденец, знаете, вот этот на палочках. Как чупа-чупс, скорее всего. В общем, вам деньги, а кому-то леденец пойдет. И это будет абсолютно справедливо. И тот другой человек, конечно, он леденец не хочет, он хочет деньги, но не сможет их взять, потому что деньги будут передаваться именно вам. То есть, наконец-таки, да, вот здесь как бы справедливый момент, когда вам деньги, а кому-то леденец, а не наоборот, как было ранее. Дальше здесь показано, что люди начинают какое-то строительство, что-то будет строиться. Может быть, это что-то конкретное, что вам, например, будет приятно, да? Либо это вы и ваши близкие. Вы начинаете, например, там, строительство загородного дома, может быть, просто строительство дома. То, что казалось в принципе невозможным, либо все говорили, что это невозможно, именно это и начнется. И вы, конечно, будете взбудоражены, и у вас прекрасное предчувствие. Но, с другой стороны, вы понимаете, отдаете себе отчет, что, возможно, потребуются и какие-то вложения, и, возможно, воздержание, да, чтобы эти вложения собрать. Ну, либо потребуется время, да, нужно будет дождаться, пока то, что началось, будет достроено. Вот. Но строительство здесь начато, это четко показали.
Дальше показано, что какая-то женщина будет предлагать вам дружбу. Женщина, с которой вы абсолютно разные. Знаете, как пламя и огонь. Но, тем не менее, эта женщина хочет с вами дружить. Именно вам она предлагает дружбу. Она вам протягивает руку. Вы так с недоверием на эту руку смотрите и думаете: ё-моё, ну что мне делать, да? Соглашайтесь. Дальше, мои хорошие, кто-то поведет себя очень неблагородно и очень шкуристо. То есть человек прям в открытую будет говорить, что вот я не буду это делать, потому что мне это невыгодно. Да? Вот в таком ключе. Здесь идет разочарование в человеке. В принципе, разочарование, наверное, в людях произойдет. И даже какое-то вы небольшое открытие сделаете, да, что каждый сам по себе, каждый сам за себя, и каждый прежде думает о своей шкурке. И вы поймете, что вы совершенно другой, либо совершенно другая. Ведь вы совершенно по-другому относитесь к жизни. Вы никогда об этом не думали, не задумывались. Если вас просят, то вы там, не знаю, последнее отдаете. И о себе думаете в меньшей степени. И тут рядом с вами вот такое вот безобразие происходит. Долго будете думать об этом событии. Даже какие-то философские размышления здесь показаны. Ну, что есть, то есть. Да. Возможно, вам нужно было увидеть этот пример для того, чтобы какую-то истину осознать. Да. Иногда так нужно. Дальше. 2 человека третьему помогают. Мне кажется, что вы 3-й человек, и именно вам будут помогать. То ли они пара, то ли они семья, то ли они друзья, то ли они, не знаю, сотрудники, допустим, да, вместе работают. 2 человека вам очень активно помогают. И эта помощь, ее очень много, и вы даже что-то можете передавать дальше, да, по цепочке, кому нужна еще помощь. Дальше показано, что вас куда-то зовут, приглашают. У вас сомнения, у вас переживания, вам страшно. Возможно, вы там никогда не бывали, либо в принципе не рассчитывали, да, что вы можете туда попасть. Но вас именно зовут, вот прям говорят: иди, приходи. Вот, вас там рады будут ждать, либо вы в том месте действительно как VIP-персона, да, желанный гость. Вот, это событие, которое вам двери открывает. Дальше колодец наполняется водой. Это хороший знак, особенно если вы себя плохо чувствуете, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Знак того, что все у вас выправится, исправится. Знак того, что можно вылечиться. И знак того, что ваша болезнь, она проходит, уходит, да, а здоровье возвращается. Кстати, с левой стороны колодец, да, это может быть не только ваше событие, но еще и плюс событие кого-то из ваших близких. 8 деформированная. 8. Кто настроен на тяжелую работу? Кто считает, что работа будет очень тяжелой, не покладая рук от рассвета до заката, при этом за копейки? Вы очень сильно удивитесь. Этих событий не произойдет. Все сложится ровно наоборот, потому что 8 деформированная. То есть может быть, у вас там начальство меняется на работе, либо вы предчувствуете, что работа ваша станет гораздо тяжелее. Этого не будет, наоборот. Все будет ровно наоборот. То есть работы будет меньше, работа будет легче, оплачивать будут щедрее, да, допустим, да, больше. Вот. Хорошее событие. Вот таких бы удивлений побольше, да, таких бы неожиданных событий побольше. И вообще будет идеально. А если вы, например, занимаетесь своим бизнесом, либо только лишь начали заниматься своим бизнесом и переживаете, что будет очень тяжело, что у вас не получится, ну, зря вы переживаете, все будет ровно наоборот. Легко, быстро получится, быстро добьетесь результата, займете свое место на рынке, да, либо в нише, и все у вас прям как по маслицу пойдет. Хороший знак на самом деле. Дальше, мои хорошие, здесь образ женщины. Перед глазами большая рыба с длинным хвостом и теленок за спиной, маленькая корова. Смотрите, на ближайшее время, загаданный срок, у вас рыба перед глазами. То есть это прибыль, это доход, это деньги, которые вы получаете. Это уже перед глазами. Но в это же время за спиной у вас теленок пасется. Это будущие доходы, это будущая прибыль. Если сравнивать корову и рыбу, то корова, конечно же, это про богатство, а рыба это просто про деньги. Вот. Самое большое богатство, либо самые большие деньги у вас именно за спиной. И сейчас они в виде теленка.
который должен вырасти. То есть, возможно, вы будете заниматься одновременно сразу несколькими делами. Либо выполняя одну работу, вы еще будете подрабатывать, допустим, да, либо работая там на работодателя, вы еще будете что-то свое делать. Вот поверьте, со временем вот эта рыба и эта корова, они местами поменяются. И корова превратится в огромную корову, да, которая дает много-много молока. Вот. То есть ваша подработка, допустим так, да, либо ваше собственное дело, оно вас делает богатой, да, со временем сделает богатой. Поэтому все самое лучшее получается у вас впереди. Большие деньги, большие возможности, и богатство, да, в том виде, в котором для вас является богатство. Дальше, мои хорошие, показано, что тот, кто вам должен, не сам, но через кого-то долги перед вами начнет закрывать. Допустим, мужчина-алименщик, да, который не показывался там 1000 лет. Допустим, кого-то пришлет, кто вам погасит задолженность по алиментам. Либо действительно должник у вас, должница. Человеку стыдно перед вами показаться, поэтому просит кого-то прийти к вам для того, чтобы вам вернули долг. Вот в таком ключе показано. Очень неожиданное событие, но очень приятное для вас. Дальше. Птицы. Здесь скорее как общение возобновится. Сейчас отношение прервано, либо кажется невозможным. Может быть, вы чей-то телефонный номер потеряли, да, либо человек не выходит на связь. Здесь явно с кем-то связь у вас прервана, оборвалась. Причем по разным причинам это могло произойти. Но птицы снова будут летать туда-сюда, туда-сюда. То есть общение опять возобновится. И общение будет в долгую, приятное будет общение. А еще вот здесь показано, что нежданно и негаданно вам станет известно о том, что затевают ваши недоброжелатели. Вот заранее станет известно. Тем самым вы сможете им помешать, либо нарушить их планы. И мне почему-то кажется, что кто-то из этих людей, да, которые к вам плохо относятся, либо плохое думают, придет к вам тайным образом и вам все это расскажет. Так и скажет: я не хочу в этом участвовать, я не хочу пачкать руки, я не хочу брать грех на душу, поэтому я вот решила, либо решил тебе все рассказать. Вы, конечно, очень удивитесь, но будете очень благодарны этому человеку. Я не могу сказать, что вы подружитесь, но зла на этого человека вы иметь не будете, а будете иметь именно вот в душе благодарность, да, за то, что человек все-таки одумался, что человек решил не участвовать в этих гадостях, да, пришел и честно вот вам все это рассказал. Даже в какой-то степени помог, правильно помог. Теплые отношения у вас будут. Может, не дружеские, но тепло друг к другу будете относиться, тепло друг друга будете воспринимать. Ну, а врагам, вот этим основным, не удастся реализовать то, что они против вас задумали. Все их планы, они просто разрушатся. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.